Воронка полупрозрачной дымки повисла над городом. То, что вы видите, это не утренний туман, это смог, который сначала поднимается от земли, а к вечеру оседает обратно. Назад к выжженной земле. Оказалось, что дым Отечества не так сладок и приятен. И там горит, и тут горит, и там горит. О, это страх какой была. Страх какой, запах. Дышать нельзя, дышать нельзя. Ой, одна гарь, одна. Прям шел смог, да? Да, прямо оттуда идет. Дым, дым, дым. Все. И окошки нельзя открывать. Поселок Барановка расположен вдоль лесного массива. Несколько садовых участков и всего 5 жилых домов. 5 домов, которые задыхаются. 5 домов, которые ждали защиты сначала в 2010-м, а дождались через 11 лет. Вот от этих людей, которым теперь готовы отдать последнее, лишь бы не уезжали. Не уезжают они уже почти 2 недели. Спят на земле, стирают в реке, едят из общего котла. Доехать до штаба – целая полоса препятствий. До леса на грузовых машинах – отдельный марафон. Сначала традиционная заправка. Ожидание приказа – 40 минут по кочкам. Пора бы уже и домой, но ни команда, ни совесть не позволяют. Это первый такой полевой выход у нас. Серьезный, долговременный такой. В 5 утра где-то примерно встаем. К 6 уже мы готовы выдвигаться. Всем к семьям хочется, да. Вот, а дети в школу первый раз идут, к сентябрю хотят уж вернуться. Нынешний лес напоминает бывший пустыню с дорогой из песка, голым торсом и тлеющим лицом. Черные стволы деревьев и едва виднеющаяся серая трава. В разных местах таблички мордовского заповедника. Где-то целые, где-то наполовину сгоревшие. Стоит пройти чуть ближе, и от веток на одежде появляются полосы, а под ногами пеплом крошится мох. Вот здесь вот деревья были. Это вот полностью они прогорели. Вот ямы где есть. Здесь вот побольше, поменьше вот. Где-то вон корни еще осталось, до конца не прогорел. Вот. То есть где вот большие ямы, это здесь полностью дотла сгорело дерево, в том числе все корни. Вот. Здесь она в основном песчаная, почва, где-то местами торфяная. Вот где торфяные, там уже угрозы больше, то что горит получается, под землей, и, соответственно, это создает угрозу, что небольшие могут быть провалы. Вот так меня одели сотрудники МЧС, и это не потому, что холодно, а потому, что в обычной одежде здесь в лесу делать нечего. Здесь все утопает в пепле и золе. Это очень хорошо видно, если делать сапогом вот так. Где-то 5-сантиметровый слой. Я не знаю, насколько камера фиксирует смог, который здесь повсюду, но то, что она действительно не передает, это запах гари, от которого вообще не скрыться. Это сейчас здесь серое пепелище. Еще несколько дней назад картина играла красками, если вообще уместно так говорить. Кадры из самого пекла. Более полусотни пожарных пытаются справиться с огнем в заповеднике. Внезапно поднимается ветер. Пламя распространяется молниеносно. Эти красные точки – это так называемые термоточки, снимок со спутника, который зафиксировал очаги горения. То есть вот как раз мы будем выдвигаться вот в 90-й квартал, в 89-м частично они сейчас будут. То есть спутник летает через каждое определенное время и выявляет, где происходит горение. Очень густо они проросли, и на одном квадратном метре практически по 15-20 деревьев, что, конечно же, также осложняло тушение пожара для того, чтобы проникнуть вглубь. Летняя жара, сухая гроза и молнии – вот основные причины лесных пожаров этого года. Граница с Мордовией вообще напоминает заколдованное огненное кольцо. Когда во всех окружных регионах дождь,
Тучи словно обходят место стороной. За все лето здесь ни разу не было ни грибного, ни проливного. А вот дождь в начале этой недели буквально спас марийские леса. Пожарные вырубают деревья, подмога на тяжелой технике, на земле цистерны, в небе авиация. Очаг возгорания удалось локализовать. Люди не пострадали, а вот природа... Страшно было. Ветер был сильный. Оттуда дуло. Со стороны Соснового Бора перекинуло через асфальт. Буквально минут за 15 надо. Все, там никто ничего не мог сделать. Дождь помог. Спутал карты ветер, который накрыл регионы в среду. Леса уже не горят синим пламенем, но окутаны дымом, которого, как известно, без огня не бывает. Маленькие очаги разбросаны по всей площади, их тоже надо устранять. Вот таким образом мы производим протушивание пеньков, потому что сейчас к обеду температура поднимется выше и может как бы уйти в лес. Ну, то есть начаться крупный пожар верховой. Вот поэтому производим патрулирование, ездим вот это все задушиваем. Работают так до 8 вечера. С наступлением темноты в лесу опасно. В этой дымной каше не видно, куда падают деревья. Вечерняя перекличка, ужин и сон, чтобы завтра с новыми силами. В полутьме местные зеваки, которые приходят, чтобы напомнить, кто здесь настоящие герои. Хорошо, вот все приехали ребята и технику пригнали, и все, то есть все опахали здесь, все. То есть как бы и нам выражали слова, что не переживайте, мы вас не отдадим. Не бросим. Не бросим, да, то есть молодцы. То есть молодцы, они... да. В общем, короче, им огромное спасибо человеческое за то, что вот они все-таки нас поддержали, нас не бросили в самый сложный момент. К слову, на сегодняшний день герои уже дома, а в путь отправились другие добровольцы. Молодежная группа Народного фронта уже уехала бороться с последствиями пожаров в Якутии. Защищать поселки, убирать лесные останки, помогать восстановить жилье местным жителям. В Татарстане основные пожары прошли в Альметьевском и Лениногорском районах. Всего 11 лесных пожаров. Выгорело 106 гектаров площадей. Посчитать убытки в Мордовском заповеднике пока невозможно. Очаги опасности еще остаются в восточной части. Дорога в Саров уходит в туман из дыма, а на горизонте остается лишь зарево и вера. Людей и в людей, которые останутся, которые не оставят. Диляра Юсупова, Андрей Ключников, 7 дней.